11 ноября. Давайте сходим, ребята, к речке. Сейчас отпущу собак. Тут 3 бревна положил. Хочу доски прикупить. Ремонт в будущем году у меня будет. И сейчас уже буду заготавливать. Потихоньку набирать там доски, материалы. Но это другая тема. Как-нибудь в другой раз еще поговорим об этом. Ну, и что, лаем? Лайка лает. Давай, Гасков. Где Айда у нас? Где Айда? Давай. Вон они поскакали. В общем, сходим к речке. Сегодня пойду с другим маршрутом. Здесь еще вроде не снимал никогда. Новая баня тоже вон. Поставили новую баню. И вот тропинка идет к речке. А вон сама речка. В основном я хожу слева по дороге, а здесь по тропинке спустимся к речке и поднимемся к островку. Такие дела. Поглядим, что творится. Сегодня на улице вообще мороз и ветер. Сейчас дня 2-3, наверное, безветренно было. А сегодня мороз. Ветер неприятно. Чувствуется холод. Колодец старенький, вот смотрите. Глубина тут. Глубина вообще от уровня земли, наверное, полметра только. У меня колодец 10 метров глубина. 10 с лишним. А туда где? Вон какая-то черная собака. Но это у Айды любовник. Зять наш. На кой где? Тулан где? Фиг знает. Непонятно, где он, куда остался. И не идет, и не думает. Не знаю, фиг с ним. На селе никуда не пропадет. Вот старенький воронеж наш. Лодка. Надо бы продать, но не знаю, кому-то надо, нет, в общем. Несколько раз, только я помню, ездили мы на сенокос на нем. И на вихр 20 гоняли. А так, бесхозно лежит и все. Если только можно переделать, обрезать там дно и как-то тоже сделать лодку. Ну вот на подходе мы к речке. Тулан так и не пришел. Остался, где-то там в Нижере. Вон там мы спустились по этой тропинке. Еще на горке он был. Куда он запропастился? Кабелина, какие, кабелины. Если сучка еще почуют, чуят или как, все, поставят хозяина. Что с ним, почему он не пришел? Запутался на бревнях. Вот такие дела. Ну все, сейчас сходим, что там творится. Лед идет. Осенний лед. Шуга. Это как весной ледоход. Сейчас шуга так же прет, как и весной. Во всем у нас уже начали рыбачить. На озеро, 2 озера у нас поближе к селу есть, от села. И вот там что-то пытаются окушков ловить. У меня такого интереса сейчас нету, я знаю, что там ловится за целый день, там пару штук, и неохота мне мерзнуть. Сейчас вот как лед станет, уже начнем там ельцов с приманкой к сел и только сиди. И здесь лед возле берега, и
как будто вода поднимается. Лед там осталось под водой. Наверное, затор там получается возле моста. Там уже конкретный затор получается. И вода начинает подниматься. Видели как? Ну то ладно. Все, блин. Предатель. Это предательство называется. Тулан сегодня нас предал. Такие дела, ребят. Сейчас у меня 2 дня, наверное, перерыв был. Не выкладывал видео. Ну, если не выкладываю видео, значит меня нету в Нившире. Значит, я в городе или в тайге. На этот момент 2 дня я был в городе. Писали, что меня видели на УАЗике, но это был не я. Я сейчас ездил на Калине. На Калине ездил. И что произошло в эту поездку? Я, короче, целый день, ну, с ночевкой был, на следующий день целый день тоже гонял по городу, туда-сюда, по магазинам. И, короче, зашел я в аптеку. Также я был в больнице и назначили некоторые лекарства. Там, короче, зашел в аптеку. Вот смотрите, лед держит. Зашел в аптеку и как вышел с аптеки я начал заводить машину, свою Калину, и все, машина у меня умерла. И запах гари в кабине. Короче, ужас, что творилось. Настроение сразу тоже упало. Думаю, хана. Ну, хороший друг у меня там, знакомый односельчанин был. Я ему позвонил, и он мне, короче, лед здесь 10 сантиметров, наверное. Он меня, короче, потащил к своему знакомому электрику, где машину ремонтируют. Где-то частный, где-то, я не знаю, но хороший электрик. И ковырялись, искали причину. Много искали. Вон, мелочь, смотрите, ребята. Даже рыба есть. И вон, тоже рыба. Елец. Ой, блин, видите? Вот это елец там. Вот такая рыбина. Так, вот кто-то бил здесь тоже, налимал. И, короче, электрик копался, причину не может найти. А причина была, опять 2-й раз уже сгорел на этой Калине мозг. Мозг, кто вот основное там, что там делаешь, я не знаю как по-другому, но мозгом называют мозг. И там, короче, какой-то ключ, ну, типа флешки, с размером флешки там. И этот ключ там, короче, сгорел. И вся причина от этого была. Короче, отремонтировали и благополучно вернулся обратно домой. Хорошо, что это дело было в городе. Если на трассе где-нибудь или же в селе, ну, самостоятельно не отремонтировать. А он, короче, все это дело припаял, все это дело сделал. Не пришлось купить. Так, не понял. А вон же Тулан пришел. Тула! Ну, блин. Не пришлось покупать новый. А новый мозг у Калины 8500 сейчас стоит. Вот такая беда, короче. Не одно, так другое. Все время какие-то проблемы. Ну, наконец-то Тулан здесь. Лох, Тула. Лох. Бу. Боится воды. Бу. Лох. Таче. Лох. Кобелина, блин. Остался там. Лох. Я и то на льду хожу там, блин. Лох. Тула. Лох. Таче.
Лок. Боится, как огня воды. Сейчас обойдет. Ну, лок-то. Айда. Лок. Сегодня уже 11 ноября. 11 ноября. И раньше у нас, ну, как-то в октябре погода уже, скажем, все замерзало, снег выпадал и не таял. А сейчас 11 лок, 11 боится. Ну, лок. 11 ноября и снега практически нету. Выпадал где-то сантиметров 20, все растаяло. Сейчас хоть морозы пошли нормально сейчас. И сейчас жестко, сейчас все замерзла почва. Раньше в октябре погода, вот, хулиган. Погода, скажем, замерзла и уже в ноябре, в начале ноября уже все резали скотину, а сейчас непонятно, когда резать. Многие тоже, если морозильник есть, конечно, можно и зарезать и по-быстрому в морозильник закидать все это мясо, чтобы не испортилось. И резали, конечно, ну как резали скотину? Обычно там стреляли, оглушали, то топором по голове или просто стреляли в голову, скотина падает, и пока там она в шоке, рубили голову, короче, чтобы пока сердце работает, основная кровь все вытекала, ну, через горло там все. А сейчас, ребята, кто не знает, если скотину с ружья ты выстрелил, ну, свою скотину, когда ты режешь, и сосед настучит, что вот ты убил свою скотину и с ружья стреляешь, ну, и, как сказать, с ружья стреляешь в населенном пункте, 150 тысяч штраф. Так что будьте осторожны, внимательно. Скотину резать надо втихаря, чтобы звук выстрела не было. А то сосед настучит и 150 тысяч штраф. Ну, может, даже и оружие отберут. Вот такие дела сейчас. За все жим-жим. Айда, ты что случилось? А? Айда. Ну, лок. Тулан воды боится и то перешел. Ну, лок, лок. Скользкий лед, скользкий и вот. Тула. Ох, сейчас комментарии у меня тоже были, сейчас писали. Лок. Собак не кормлю, как его, мясом, и они с голода нападают. Лок. С голода нападают на битую птицу, короче, которую стреляют, падает, и им надо мясо, они от этого нападают на мою птицу добытую. Такую чушь я первый раз слышал. Вот это да. Вот пишут, ну, вообще уже, они уже как свиньи, блин, толстые. Куда еще кормить их? Вы мне скажите. Мясо пишут. Мясо для собак. Мясо. Да все они получают. Они больше меня и кушают. Больше меня. Я и то меньше ем. Каких кормлю? 2 раза в день. Вот так. Было, если есть мясо там, конечно, им эти, как его, ну, что сами не кушаем, это все идет отход собак. Кости, все. Воровые дичь, что мы добыли за осень. После нас, знаете, сколько еще остается этих костей, всякого вкуснятины. Рыбу покупную мы берем там, речную мало, мы вообще практически не кушаем. Ну все, почти перестали речную рыбу кушать. Я запас сейчас вообще не ловлю. Только чуть-чуть. На пару жаркое, скажем, поймаешь. Ну, когда свежее, можно кушать. Лок. Покупная морская рыба, это полезно для организма, и надо
все равно кушать. Дорого, недорого, но вот, и, скажем, я горбушу куплю или еще голова, хвост, я всегда собакам кости, все это идет, вот опять все жрет, опять будет блевать. Давайте напишите, у меня собака голодная, вон траву ест. Блядь, ну, нет слов. Пишут и пишут всякую чушь. Я уж думал, блядь, комментарии вообще выключи, что ли, и спокой будет. Выключил, и не надо думать, что тебе кто-то что-то пишет. Просто посмотрели еще. Вода прибывает, ребят, точно прибывает. Вот смотрите, вода поднимается. А ты не мой воду. Что случилось, Айда? Боишься? Буйня санчаянта. Тулан. Блин, всякую хрень тоже вот ест. Вот затащи. Вот. Мусорно. Вот выкинули мусор, вот смотрите. Разовые эти пакетики. Картошка, отходы, короче. Отходы выкинули. И сейчас фотографии видел тоже ВКонтакте. Пакет все жрет, блядь. Буду я еще следить, вот мне все подряд. Ну, вот есть он. Что потом? Буду я гонять его. Поест, обливается и нормально все. Кишки там крепкие у собаки. И ВКонтакте тоже про этот мусор. Новый закон-то вышел. Мусор такой пакеты и будут вывозить. И ВКонтакте выложили фотографии в Краткоросе, в районе нашем. Там уже полный бардак. Там коробки везде уже все. Эти мусорные полные. И вокруг него где-то пол кузова уже раскидан. И если ветер будет, это все будет летать по всему селу. А в нашем как-то малых селах еще можно как-то договориться, чтобы вот определенный день, когда вывозят там, скажем, вынес ты этот мусор и сразу отвезли. А есть ведь люди, которые назло все делают. Есть такие люди, которые вот назло, вот они могут там западло всегда делают. Кто-то да всегда делает. Это в любом случае там, скажем, ну, перешел. Тула! Боится, но перешел. Вот так. Ну все, наверное, ребята. Немножко поболтал. У меня сегодня выходной, воскресенье. И, как и говорил, я в выходные дни буду выкладывать как-то, ну, не этот сериал про осеннюю охоту, а, ну, что за неделю прошло там. А особо такого ничего и не было. Съездил в город. Все спокойно в селе там. Есть небольшой чип, но это разберутся, что как. Вот. Думал, блин, все. Ну я жду переход речки. Пока перехода нету, я дома. На первую избу собираюсь. Да, еще пару слов. На первую избу собираюсь и тоже жду, когда еще жестче там замерзнет, чтобы лужи замерзли. Надо на УАЗике, думаю, съездить. Я печку приварил сейчас на первую избу железную. И печку приварил. И надо, как сказать, эту печку надо отвезти на первую избу, поставить. Времянка будет в зимнее время. Это я тоже еще, конечно, покажу, из чего приварил, как, что сделал, это все еще будет. Много вопросов про карабин. Ну, карабин там, чтобы 100 раз не отвечать мне, сколько стоит, сколько весит, я все расскажу. Ну, сделаю обзор на это в конце сериала моего осеннего. Все будет. Вот так. В ноябре, думаю,
половина фильма закончится и уже начнется вторая половина. Ну, там, наверное, чуть-чуть меньше. Ну, не знаю. Но в декабре еще фильм будет. И, конечно, я выкладываю старый фильм про весеннюю охоту. И если куда-нибудь схожу, конечно, тоже коротенький фильм сниму и тоже где-то ставлю, там, выложу. Или же, может быть, если фильм, скажем, я съезжу сейчас на избушку, там, в нескольких частях, если будет фильм, то уже после осенней охоты сериала я буду дальше выкладывать. Уже, короче, дофига фильмов. Я не успеваю ничего, ребята. Был бы более мощный интернет. И я не знаю, в чем причина. Но больше 30 минут я не могу сделать, и все. Я целый день загружаю. Если помощнее был интернет, я начну и сделаю часовые ролики, чтобы час был и больше. Ну, пока так, по 30 минут. Вот такие дела. Интернет слабый, компьютер слабый, еще каменный век, древний век. Ну, чем богаты, тем и радуна. Вот так. Как будто мать сына. Все расцветка и похоже, очень похоже. Вон наша лодка уже после меня, там еще 2 лодки он ставил. Видите, там, блядь, вышел на 5 минут, а сколько уже болтаю. Вот хочется высказаться еще больше. Но нет. Сейчас, ребята, сейчас я пойду. Собаки погуляли. Я каждый день на прогулку. Каждый день их выгоняю. На горку туда сходим мы, погуляем и... Они 15 минут ты прогуляешь, а они целый день спокойнее. А если вот, скажем, без прогулки, они как-то... Они потом агрессивные, лают там, на все. А они сейчас после прогулки, они сейчас сразу спать лягут, и тишина будет. Вот так. Так что все нормально. Собаки не голодают. Каждый день получают прогулку. Но мясо, сметана и что вы пишете, всякую ерунду я кормить не буду. По возможности, когда как. Поймаем мясо, будет мясо и кости. А сейчас, что мы сами кушаем, то и они получают. И они не голодают, ребята. Ну все, ребят, все. Пока. Я пошел домой. Айдалок. Щетина на спине, смотрите какая. Боится льда. Что с тобой? Он так идет лопнул. Ну все, пошли. Пошли домой. Ладно, наглая рожа. Иди домой.